А теперь к визиту уполномоченного представителя президента в ЦИФО Мурата Зязикова. Вместе с ним весь день провела моя коллега Елена Мещерякова. Смотрим. Прямо с порога высокого гостя знакомят с инфраструктурой школы, которая включает 14 образовательных центров. Инновационные во всех отношениях, аналогов нет не только в Тамбовской области, но и России. Удобные классы оснащены по последнему слову, ориентир на раннюю профориентацию. Для этого в школе созданы все условия. К примеру, в Центре прикладных технологий ребята постигают азы электро, радиомонтажа, резьбы по дереву, металлу, моделирования станков для различных производств. Причем закручивают винтики с одинаковым интересом абсолютно все. Но такие, если будут невесты в будущем, если научатся собирать это спасительно будет для ребят. Почти 2000 воспитанников. Образовательная площадка работает по принципу индивидуального подхода к каждому. Программа рассчитана на развитие интеллектуальных, творческих и физических особенностей. Яркое впечатление на гостя произвел музей занимательных наук. Арва хоть и без струн, но как играет. Делу время, но и обед в школе строго по расписанию. Школьную столовую Мурат Зязиков сравнил с мини-городом и отведал пирожков. Вся выпечка в школе собственного производства. Если на всю область есть, если даже вот такая одна есть, это просто здорово. Абсолютно уникальный с точки зрения современных технологий и перинатальный центр. За время работы на свет в учреждении появились уже более 150 малышей. Огромная благодарность всему персоналу и огромная благодарность за то, что помогли мне сделать такой ценный подарок своему супругу. И мальчика мы назвали так же, как папу. Он у нас Артем Артемович. Он родился в его день рождения. Вот видите, как он переживает. Ничего. Замполпреда познакомили с оснащением, которое позволяет выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела. Он родился с весом 490 грамм. Сейчас ему 3 недели. Он прибавил, мальчик, он прибавил 300 грамм. Работа уже, мы чувствуем, что перинатального центра она способствовала сокращению, уменьшению материнской смерти, младенческой смерти. И сегодня, конечно, я считаю, что очень много делается в области для того, чтобы решить демографические вопросы, и вот это очень важно. Марат Зязиков поблагодарил губернатора за верный курс, а персонал центра за профессионализм. Врачей Тамбовской областной детской больницы замполпреда назвал одними из лучших в стране и отметил, что из региона он уезжает с хорошим настроением. По счастливой случайности в день визита в перинатальном центре родились 10 малышей, 5 девочек и 5 мальчиков. Елена Мещерякова, Александр Леонтьев, Владимир Подячий. Вести Тамбов.